Сейчас, когда мир претерпевает большие потрясения, испытания, даже скорби, очень важно, чтобы современный человек умел осмыслить это с духовной точки зрения, правильно расставить акценты и идти по жизни спокойно, уверенно, в осознании того, что все в руках Божьих, и божественный промысел хранит человека, направляет ко всему доброму, полезному, и важно, чтобы человек поступал правильно. В духовных школах ставятся древние вопросы, которые еще философы древнегреческие ставили. Кто такой человек? Каким он должен быть? И каков он есть? Но в нынешних духовных школах эти вопросы ставятся с опорой на христианство, на то большое духовное наследие, которое нам оставил и передал Сын Божий, Сын человеческий. Те, кто знакомятся с историей церкви, с культурой, те, кто постигает духовные законы и смысл человеческого бытия, они обладают большой такой духовной опорой в жизни. И обучение в духовных школах как раз сводится к тому, чтобы не только усвоить перечень различных знаний, фактов, человеческой истории, евангельской истории, библейской, но при этом, чтобы уметь эти знания очень вдумчиво, с рассуждением применять в жизни современного человека, находить ответы на трепещущие вопросы и всего общества, и каждого человека в отдельности. Конечно, у каждого человека свой талант, свои возможности к раскрытию вот этого понимания и видения, но в целом такая возможность предоставляется молодым людям, которые поступают в духовную семинарию и с усердием проходят свое обучение. Навык молитвы, внимательной работы над собой, осознанного участия в таинствах церкви, который является такой живительной силой для каждого человека и является источником вдохновения с тем, чтобы по жизни идти спокойно, уверенно, с миром и имея доброе расположение каждому человеку, вне зависимости от его убеждений, сознавая, что каждый человек носит в себе образ и подобие Божие, но это может быть раскрыто в полноте или может быть затемнено различными реалиями современной жизни человека.